Строительство храма началось еще в 1999 году, но, заложив фундамент, его забросили на добрый десяток лет. Только в 2009 начались регулярные работы. Сейчас внутри все в лесах, невозможно даже оценить высоту нового храма в центральном своде. Идет монтаж обвязки, внутренней электрической и отопительной разводки. Работы у сварщика Руслана Есина немало. И хотя работа привычная, здесь он трудится с особым чувством. Это ему довелось крепить и приваривать все поднятые на барабаны купола. Сейчас на верхней арке Руслан монтирует сетку для отделки. Всегда здесь. Редко, когда на земле работаешь так, на высоте большинством. Не страшно на высоте? Ну, страшно, а что сделаешь? Пока работы идут не так быстро, как хотелось бы, говорит настоятель храма Вадим Голубев. До отделочных работ еще далеко, нет тепла. Проблемы с согласованием на его подключение возникли еще осенью. Но сейчас вопрос уже решается. Параллельно со строительством заказывают иконостасы центрального и крестильного алтарей и звонницу, в которой установят 9 колоколов разного звучания. Звонница обойдется в 4 миллиона рублей. Уже готова схема развеса колоколов. Подгоном звука будут заниматься специалисты. Должен приехать специалист, оказывается. Для меня это само было в новинку, потому что я вот так вот и думал, что повесил там разного. И там в большой, в маленький, там, и как вот по уставу там положено. Оказывается, там, знаете, целая наука на самом деле. Это, мне как объяснили, так нельзя так относиться к этому делу, к звоннице, потому что звонница – это на самом деле это настоящий музыкальный инструмент. Многие горожане вносили свою лепту в строительство храма-памятника новомучеников и исповедников российских в земле коми просиявших, жертвовали деньги, покупали кирпичи и подписывали их своими именами. Теперь эти кирпичи в кладке. Уверен, что они, конечно, у Бога всегда будут помянуты. И, конечно, вот приятно осознавать, что вот имена наши, вот наших горожан, наших прихожан, наших благотворителей, они навсегда останутся в этих стенах. Изначально речь шла о 120 миллионах рублей на строительство. Сейчас стоимость выросла, и пока непонятно, хватит ли средств на завершение работ. На попечительском совете, состоящем из руководителей крупных предприятий, обсуждался вопрос оказания помощи, чтобы храм в 2015 году все-таки открылся. А настоятель храма с самого начала был уверен в успехе. Это первый храм в Ухте, не просто оборудованный в приспособленном помещении, а построенный с нуля на средства благотворителей. Такому строительству ничего не может помешать. Сам Бог за этим следит. Вера никогда не бывает Богом посрамлена, говорит настоятель. Евгения Оводова, Виталий Мальцев. День, Ухта.